Анатолий Перфильев открывает старинный амбар, где хранится шар для запуска метеозонда. Аппарат для изучения атмосферы в Верхоянской метеостанции запускает 2 раза в сутки – утром и вечером. Местные жители часто беспилотный аэростат принимают за НЛО. С помощью него мы можем получить температуру, влажность, давление, скорость и направление ветра на разных высотах. Это у нас все считывает компьютер, специальная программа, которая обрабатывает всю информацию, полученную с зонда. На соседней площадке работает супруга Анатолия – Любовь. Техник-метеоролог фиксирует данные каждые 3 часа. Здесь следят не только за показателем термометров. Станция охватывает полный комплекс наблюдений. За солнцем, радиацией и даже за температурой почвы на глубине почти 3,5 метров. Верхоянские синоптики отмечают в целом изменения северного климата. Так, за полярным кругом практически забыли про настоящее лето, по крайней мере в 2016-м. Подобное можно сказать и про холодное время года. Морозы не самые сильные. Хотя в ноябре были несвойственные морозы. И сейчас вот в декабре как бы потепление. И опять же основная масса снега у нас выпала в октябре месяце. Тоже было очень тепло, облачно и, соответственно, осадки в виде снега нас засыпали. Впрочем, прогноз на ближайшее время обнадеживает. Греться жителям Арктики осталось недолго. Впереди привычные -50 в сопровождении северным сиянием. За погодой в Верхоянске начали наблюдать еще с 1860-х годов. Данными, которые получают метеорологи полюса холода, пользуются не только в Якутии, но и за рубежом. За изменением климата самого холодного города мира следят многие специалисты. Айна Винокурова, Александр Томский, Вести, Верхоянск.